Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас продолжение видеообзора всех ароматов компании Avon. Как я и обещал, я продолжаю делать выпуски. Сегодня это у нас, по-моему, 5-й выпуск. И мы чередуем, где один выпуск мужской, один женский. Сегодня у нас выпуск женский. Сегодня я расскажу вам про ароматы Pur Blanco. Это одни из самых легендарных ароматов нашей компании. Я их тоже отнес бы к бюджетной линейке, потому что они стоят недорого. Всего лишь 2300 тенге сейчас в действующем каталоге. Но вы можете при покупке аромата заказать шариковый дезодорант всего лишь за 300 тенге. Это очень выгодное предложение. Вот, если вам интересно, то оставайтесь со мной до конца. Я вам расскажу про каждый аромат и поделюсь своим отзывом. Всем приятного просмотра. Сегодня у меня будет помогать делать обзор кофе Якобс Голд. Видите, у меня его тут уже капитушка, как я всегда говорю, капитушка осталась. В прошлом обзоре у меня был кофе карта. Какая карта? Зеленая карта или какая? Черная карта. И вот этот Якобс я тоже покупаю в светофоре. В принципе, недорого. 1300 с чем-то тенге. Это сущие копейки. Ну что, приготовьте свои любимые напиточки. И мы начинаем. А начнем мы сегодня с нового аромата. Новый аромат Pur Blanco. Ой, господи, где же ты? Где же ты? Где? Essence. Эссенция. Вот, это новиночка. Эта новинка у нас буквально вышла недавно. Она вышла, по-моему, в марте месяца. И я делал свой обзор уже. Когда выходят какие-то новинки, я всегда тестирую. Вот, и скажу сразу, что мне этот аромат не понравился. Я его как-то не распробовал. Но вот этот аромат, который я заказывал, у меня... Те клиенты, которые любят ароматы Pur Blanco, я показал, вы знаете, у меня забрали его сразу, сказали, что аромат понравился. Ну, давайте я еще раз сейчас попробую протестировать этот аромат. Итак, этот аромат у нас цветочно-мускусный. В составе идет кашемировое дерево, цветы тиаре и гордени. Первое мое впечатление об этом аромате было не очень. Я не знаю, мне он показался очень резким. Вот сейчас мне он больше нравится, потому что вот он в колпачке, я его когда качнул, он довольно резкий. Но вот сейчас он постоял, и в принципе он довольно очень неплохо пахнет. Он, да, такой вот он мускусный. Он такой легкий. Вот опять же говорю, что когда качнешь, он сильно резкий. Ну, вонючий какой-то. Сейчас от него довольно интересный сладковатый шлейф. Мне, в принципе, этот аромат нравится. Уже стал мне нравиться, поэтому я его еще один заказал, раз у меня клиентка забрала. Думаю, ну и заодно на обзор. Вот, в принципе, еще раз говорю, девчонки, аромат довольно интересный. Но давайте сейчас все разберем, и потом мы вернемся к каждому аромату. Я скажу, какой аромат мне больше понравился, а какой... Нет, это я буду сейчас занюхивать этим кофе. Вы думали, что я его пить буду? Нет. Пью я чай. Вот, а это я буду занюхивать ароматы. К следующему аромату переходим. Это тоже одна из последних новиночек. Мы идем задом наперед. Вот эта новинка. Следующий аромат это у нас Pur Blanco Гармония, что ли? Гармония. Они, смотрите, все ароматы у нас идут по цвету, поэтому, в принципе, еще по цвету можно отличать. Так, это у нас тоже цветочно-мускусный аромат. В составе идет груша, синяя фиалка и мускус. Но вот если груша, значит ароматик должен быть все-таки посвежее, нежели вот этот вот. Давайте посмотрим. Вот. Мне нравится, знаете что? Что у наших ароматов, у Pur Blanco очень такой интересный дизайн. Вот. И хочу сказать, что аромат Pur Blanco это довольно у нас сам классический аромат, который мы будем с вами смотреть. Аромат уже очень давно. Линейка это в принципе популярна. Ну, здесь вот у меня уже крышечки не пахнет. Я качну.
Так, ну вот первое впечатление, знаете, аромат, как я уже сказал, он будет более-менее свежий, он не сладкий. Знаете, есть какая-то, что ли, кислинка маленькая такая, что у меня аж слюнка пошла. Груша, синяя фиалка. Ну, грушу я плохо слышу, но мне этот, ну, классный. Мне этот, знаете, мне этот аромат уже больше нравится, чем вот первый я показал. Но я еще раз говорю, что давайте сначала мы пройдемся по всем этим ароматам, и я уже дам свой вердикт. Следующий аромат — это аромат Purblанка Elegant. Она у нас представлена в синем дизайне. Сразу хочу сказать, что этот аромат довольно сладенький. Кто любит сладкие ароматы? Значит, это восточно-фруктовый аромат. В составе идут лесные ягоды, цветы жасмина и белый мускус. Ну вот опять, видите, третий аромат. И тоже третий он идет с мускусом. Тоже не слышу. О, о, ой, ой, занюхал. Ну, он, знаете, он сладковатый, да, он сладковатый, но довольно он нежный. Мгм. Я вот хочу вернуться к первому аромату. Он все-таки он порезче. Если сравнивать вот с этими двумя, то этот аромат порезче. Этот прям нежный-принежный, очень нежный, сладкий аромат. Мне он тоже, в принципе, нравится. Ну и классический аромат. Аромат Пурбланки, Пурбланка белая. Вы знаете, я уже в каждом видео говорю то, что у меня аромат Пурбланка — это один из самых продаваемых ароматов. Он у меня входит в топ пятерку лучших ароматов компании Avon по продажам. Вот, я уже говорил, что аромат этот классический, он у нас давно, не знаю сколько лет, уже очень много лет. У меня лично мама этим ароматом много лет пользовалась. Сейчас я ей подарил другой аромат. Вот, и вот он, линейка, это туалетная вода. Это не парфюмированная, а туалетная вода. Но вы не представляете, насколько они стойки. Ну, по крайней мере, вот этот белый аромат, он точно стойкий. Так, он у нас идет восточно-цветочный аромат в составе фрезия, пион и гелиоптроп. Во, здесь мускуса нету, наконец-то аромат. Ну, тут даже качать не надо. Это что-то с чем-то. Я полностью со всеми вами согласен. Напишите, пожалуйста, в комментарии сейчас, а какой аромат из этих представленных вам больше всего нравится. Но мне однозначно сейчас, я уже забегая наперед, скажу, что вот этот аромат, это вот из вот этих пурбланок, это вот номер один. Вот он мне нравится, безусловно, клевый. Он очень нежный, он такой, ой, секси, аромат секси. Ну, клевый, он классный. Вот я честно скажу, недаром вот у меня клиенты заказывают в основном только его. Вот, ну что, если подвести итоги, то я хочу сказать, что мне больше всего понравился аромат зелененький и аромат беленький. Я вот в таком порядке расставлю, друзья. Вот отсюда 1, 2, 3, 4. Вот так они занимают в моем сердце, так скажем. Еще раз, давайте еще раз скажу. Ох, 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 ох. Итак, этот у нас... Ну, вот он не такой резкий. Он, в принципе, не такой резкий. Но все-таки вот эти вот ароматы, вот эти, они понежнее. Но он, в принципе, тоже довольно достойный. Почему он мне сразу не понравился? Ну, знаете, у меня есть такая проблема. Мне сразу аромат может не понравиться. Но это, наверное, нормально. Надо походить, пожить. Ну, я на себе его не могу тестировать. А вот так вот несколько раз, да, несколько подходов, если сделать, то, в принципе, довольно интересный аромат. Я его буду предлагать клиентам, рекламировать тоже буду. Этот сладковатый аромат.
Но он понежнее. Все-таки он нежненький такой аромат, но сладковатый. Ой, ну вот это правда клевый. Мне вот он, мне он очень нравится, очень. Такой, знаете, вот, ну освежающий, он прям освежающий, клевый. Ну и белый аромат я уже говорил. Тут без комментариев. Ой, мне он очень нравится. Прям вот я советую тем, кто хочет легкий, нежный. Мне вот кажется, сейчас на весну вот эти два аромата, вот они идеально подойдут. Вот я вот рекомендую, попробуйте. Если вы боитесь заказать аромат, то закажите сначала пробник. Попробуйте его с пробника. Я уверен, что вам вы сможете определиться и выбрать. Ну вот, мой отзыв такой, что эта линейка бомба, эта линейка популярна, эти ароматы расхватывают, я так скажу, на ура. Но чтобы наше видео совсем маленьким не было, я приготовил еще два аромата. Это у нас вот такая вот линеечка, тоже бюджетные ароматы, они стоят еще дешевле. Сейчас они в каталоге стоят 1600 тенге. Давайте их тоже посмотрим. Давайте их тоже посмотрим. Так, первый аромат, по-моему, вот этот выходил. У меня, знаете, я не буду даже пытаться читать его, потому что проблема тут так написано еще. Так, это у нас цитрусовый цветочный аромат. Идет итальянский мандарин, фрезия, мускус, амбра. Ну вот опять мускус. Вы знаете, я заметил, что у нас в компании Avon больше всего как бы сладких ароматов. Может быть, я не согласен. Напишите, что вы об этом думаете. Но мне кажется, у нас в Avon все почти сладкие ароматы. Ой, уже крыша поехала. Господи, как люди работают в парфюмерных отделах. Вот такие, как французский дом, Монами, они же там пшикают. Вот так вот пшикают на каждом ходу. Я вообще не люблю эти дома. Обхожу стороной, потому что там, вот извините, дышать нечем. И как при таких условиях можно выбирать аромат? У нас своего не проще. Приходит к вам представитель с пробничком, аккуратненько нанесли на руку и поехали. Смотрите, вот такой вот аромат, очень... Вот опять же, смотрите, несмотря на то, что он смотрится намного меньше, чем Пурбланка, эти ароматы все идут 50 миллилитров. Вот. Итак, ну что, давайте его качнем и будем пробовать. Ой, ну классный. Классный такой летний, весенний аромат. Ой, почему-то я его недооценивал, почему-то я его не предлагал. Я его буду однозначно предлагать теперь точно. На него, к сожалению, пробников, по-моему, нету в компании. Вот, ну, надо посмотреть внимательно журнал. Интересный аромат. Всего лишь, еще раз говорю то, что всего лишь 1600 тенге он стоит. Так, а вот этот аромат, он уже поновее, но он вышел, я не помню в каком году. Здесь у нас он идет цветочный аромат, лепестки розы, гордыни, сандаловое дерево. Ну, лепестки розы, то есть он тоже должен быть такой свеженький, да? Но тем не менее сандал. Для меня сандал это очень сладкий. Ну вот тоже, видите, тоже они по цвету. Здесь вот такой оранжевый там. Нюхнем. О, недавно, знаете, попалось на ютубе, у меня попался такой в рекомендации видео в новостях. Короче, кто-то там в России подали в суд на видеоблогера Дудя. Ну, наверное, многие знают, да, Дудь это такой видеоблогер, журналист, где он в каком-то интервью что-то там про наркотики он расспрашивал или что, и подали в суд, что якобы это видео пропаганда наркотиков. Вот как бы на меня в суд не подали, что я кофе нюхаю. Вот, ну, ту-ту-ту. Я уж думаю, что кофе-то можно нюхать. Так, ну что? Ух ты, слушайте, это тоже, в принципе, интересный аромат. Знаете, как гель для душа какой-то, что ли.
Но это неплохо, это неплохо. Не знаю, почему у меня многие клиенты говорят, фу, как гель для душа. Ну, гель для душа же мы моемся, мы же не моемся пурбланкой. Мы моемся гелем для душа, и они тоже, в принципе, довольно интересные ароматы. Слушайте, мне оба. Вот сегодня, вот прям, понимаете, вот весь обзор, мне все ароматы нравятся. Я не знаю, что сказать. Я не могу понять, он то ли он сладкий, то ли он все-таки... Вот этот аромат сейчас постоял, и вы знаете, он намного еще легче стал, такой более воздушный, еле уже усваиваемый. Но этот все-таки сластит, он более такой эмоционально, я бы сказал, он мне вызывает радость, нежели чем этот. Поэтому я в смятении, но, по-моему, мне вот этот аромат больше понравился, оранжевый, чем вот этот. Ну, не знаю, друзья мои. Вот, в принципе, и все. Вот такой вот получился обзор. Вот такие вот у нас. Вот такой сегодня был за тест. Я полностью в восторге, что ну, классный получился обзор. Все ароматы, я вот, правда, я бы порекомендовал вам, но вот этот аромат, еще раз говорю, что он что-то, мне кажется, он, не знаю, может быть, он совсем будет легкий, когда вы его нанесете на себя. Поэтому мне сейчас очень важно, девчонки, напишите в комментарии, потому что ваши комментарии, они будут интересны не только мне, они будут интересны моим подписчикам, те, кто будут их читать. Напишите ваши отзывы, какой аромат вам из этих больше всего нравится, а какой вы терпеть на дух не можете. Вот, в принципе, все. Ну да, вот этот поинтереснее все-таки, мне больше нравится. Ну что, если подвести итоги, то хочу сказать, что линейка Пурбланка мне понравилась вся, без исключения. Даже вот этот аромат, который я изначально забраковал, сегодня он во мне разбудил вот что-то новое. Я его... Сегодня он передо мной раскрылся по-новому. Действительно, мне он понравился. Поэтому все эти ароматы нравятся, но вот по вот такой очередности. То есть вот так вот. Этот больше всего, этот меньше, но нравится. Эти ароматы под вопросом, потому что вот этот аромат у меня вызывает сомнения насчет какой вот он будет, когда он откроется. Вот легкий или вообще он не стойкий. Вот что-то такое я боюсь. Этот однозначно будет стойким, потому что он сладковатый. Сладковатый, мне кажется, все стойкие. Еще раз говорю, что Пурбланка стоит 2300 тенге. Это ее стабильная цена. Но бывает акция дешевле. Но редко. Сейчас в основном 2500 это ее стабильная цена. И вот эти ароматы, они стоят 1600 тенге. Это вот самое что ни на есть бюджетный вариант. Все они 50 миллилитров, поэтому заказывайте. Ну, в целом, вот как-то так. Жду ваших комментариев. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. До встречи в следующем видео. Обязательно дождитесь от следующего выпуска. Это будет уже 6-й наш выпуск. Там будут у нас мужские ароматы. Какие, я пока еще не знаю. Я готовлюсь. Буду заказывать, чтобы они у меня были. И буду готовить вам обзор. На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока.